Вавилова. Вот сегодня мы собрались и вместе открываем кабинет паллиативной помощи тяжелобольным людям, детям, которые нуждаются в нашей поддержке. Огромные слова благодарности. Буквально 1 месяц тому назад вы приезжали, также посмотрели вот кабинет, условия работы. Уже на прошлой неделе и машина, и мебель, и аппаратуру привезли. Это очень необходимо, очень необходимо. Вот мы только слышали по телевизору, что там в Казани фонд Вавилова, такая же хоспис, да, об этом слышали. Сейчас вот уже открыли в Кукмаре, в Сабах, в Чистополе. У нас вот 4-й у нас вот от имени всех ознакаевцев, от имени всех наших врачей. Огромные слова благодарности вам, большое спасибо вам, что именно у Знакаева открыли такой кабинет. Сейчас у нас вот свой врач, который будет помогать выезжать и в села, и в Ухтюбу, и в Знакаево. Очень много у нас таких вот людей, которые нуждаются в нашей поддержке. И вот мы сообща вместе будем помогать этим людям, лечить этих людей. Это вот очень важно. Поэтому вам здоровья, счастья, успехов. Спасибо вам за такое благородное, золотое сердце. Вы знаете, вот сегодня у меня душа, вот, честно говоря, переполнена огромной радостью, потому что мечта, вот наша мечта с Александром Васильевичем, вообще сетью кабинетов обхватить наш родной Татарстан, потому что мы здесь родились, это наше будущее, наше сегодняшнее. И те пациенты, которые нуждаются вот в нашей помощи, особенно выездной службы, это не только онкобольные, это все, кто уже в стадии паллиатива, кому радикальное лечение, увы, к сожалению, уже не помогло. Именно помочь, не оставить их за бортом, потому что мы все люди, все человеки, будем так говорить, потому что на самом деле последние дни, часы, месяцы, может быть, их жизни, чтобы они знали, что о них кто-то заботится. И вот душа этого кабинета будет выездная служба, которая на самом деле будет оказывать ту необходимую паллиативную помощь, которую они в этом нуждаются. Района. Дорогие друзья, сегодня мы присутствуем практически историческом событии, потому что один из районов, который далеки от центра, от Казани, открывается кабинет паллиативной медицинской помощи. Такие кабинеты, как уже Владимир Владимирович говорил, было это просто мечтой когда-то, буквально год-два назад, потому что когда мы писали проект по развитию паллиативной медицинской помощи карты Татарстана, было всего 3 пятна. Это был Казань, это был Альметьевск и город Набережные Челны, практически последний, потом Нижнекамская улица. И практически другие районы доступности паллиативной медицинской помощи не было. Хотя больные, они не только в Казани, они в каждом районе, в каждом селе эти больные присутствуют. И доступность этой помощи этим больным не была достигнута, пока мы не начали реализовать этот проект. Пациентов у нас в республике серьезное количество, это ежегодно только от злокачественных новообразований умирает около 7 тысяч пациентов, что составляет только 30% из всех нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Это и больные неврологическими заболеваниями, больные с сердечной патологией, сахарным диабетом, это наследственные патологии, детские болезни разные. То есть их много, и они нуждаются именно в уходе, и нуждаются в всяческой поддержке, в том числе медицинской, духовной, психологической поддержке. Открытие этого кабинета, я думаю, что приведет к тому, что будет население, довольство населения увеличится, люди будут больше благодарить, нежели жаловаться, потому что это самая та категория пациентов, которые не знают, куда деваться, не знают, что делать, и они вынуждены писать во все инстанции, во все органы, обращаться за помощью. Они на самом деле нуждаются в помощи, поэтому они и обращаются. И открывая этот кабинет, я желаю сотрудникам этого кабинета и коллективу Азнакаевской центральной районной больницы больших успехов и пожелать добрый путь этому кабинету.